Здравствуйте! На национальном телеканале Осетия Рыштон вечерняя смена. Время подвести итоги дня и поговорить о самых интересных из них с авторитетными экспертами. Сегодня мы проведем культурный вечер. Театр – это вид искусства, сочетающий в себе художественное слово, визуальные и звуковые образы. Это своего рода синтез, который нам, зрителям, часто помогает в решении жизненных вопросов. И от того, насколько часто мы обращаемся к храму Мельпомены, зависит порой и наша жизнь. Она становится более логичной и интересной. С гастролями в нашу республику приехала труппа Юго-Остинского государственного драматического театра имени Коста Ахитагурова. Чем сегодня порадует нас театр из Южной Осетии, какие совместные работы планируются, мы поговорим с директором театра Мадиной Валиевой, художественным руководителем театра Тамерланом Дзуцевым и актером театра Сусланом Бибиловым. Добрый вечер, прошу вас, уважаемые гости, проходите к нам в студию. Очень приятно, что вы сегодня к нам пришли. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер. Но приехали вы сегодня или вчера? Сегодня. Сегодня уже приехали. Да. А когда начинается вот прям гастроли? С какого дня? Сегодняшнего или завтра? Спектакли когда начинаются? Мадина. Спектакль у нас, гастрольный тур у нас начнется завтра вечером. Приглашаем всех уже завтра начать знакомство с нашими артистами. Что это будет? Какой первый спектакль? Первый спектакль будет спектакль «Фатима» в постановке нашего художественного руководителя Тамерлана Дзуцева. Я думаю, что он сам... Но в нашей республике это премьерный показ, Тамерлан? Да, это премьерный показ, потому что до этого мы только показывали на фестивале. А сама премьера состоится только завтра. Ну, давайте скажем о том, что этот спектакль был удостоен награды театрального фестиваля национальных театров «Сцены без границ». Вы получили специальный приз. Какой приз? Ну, там специальный приз, как бы точную формулировку я не могу вам передать. Забыл уже, можно сказать, это было уже, мы после этого уже были на 2 фестивалях. Так что за сохранение национальных традиций. Угу. Спасибо. Что еще увидит наш зритель? С чем вы приехали? Чем удивите? Но вы не первый раз, далеко не первый раз с гастрольным туром. А что в этот раз будет? Какие спектакли? Дело в том, что мы как бы не первый раз, конечно, но первый раз с такими масштабными гастролями. Мы их давно планировали. Если помните, в прошлый раз в этой студии мы с вами говорили на эту тему, и вот теперь мы сдержали слово. Мы будем здесь 6 дней, да? Да. 6 дней представим северостинскому зрителю 2 трагедии. Значит, это «Фатима», и завершающим днем будет в Харты-Хасан. Это такой интеграционный проект у нас, поскольку у нас режиссер, приглашенный из Северной Осетии, это Роза Исоновна Бекоева, сценограф Магрез Ильич Келихсаев и музыка, подбор музыки тоже Зоя Газаева, тоже это все Северной Осетии. Наша талантливая труппа представит вам в Харты-Хасан в завершении наших гастролей. Ну а между ними нас ждут с вами прекрасные комедии. Они будут... сказки. И сказки, замечательные сказки, которые будем показывать как здесь, в театре во Владикавказе, так и на выездах по районам. Ну вот в прошлый приезд прям с триумфом буквально прошел спектакль «Он, она, окно, покойник». В этот раз вы будете его показывать? Будем? Да, конечно. Конечно. Он у нас в афише фестиваля, то есть в афише наших гастрольных он есть. А почему вы и сегодня? То есть, ну, в тот раз, наверное, не все успели посмотреть этот, ну, для меня потрясающий, правда, спектакль. Я давно столько не смеялась. Спасибо Суслану за эту роль. Но вы были, у вас роль депутата. Ну да, ну да. Насколько она отражает реальность, ваша роль? Никак не отражает, потому что мне очень далеко до английских верхов, скажем так. Но чем-то близка, наверняка вы нашли какие-то вот для себя Нет, черты? это безусловно, чисто человеческие моменты, конечно, есть. Даже если их бы и не было, их все равно нужно находить по-актерски, иначе сложно существовать в роли. Вам как самому кажется, вот этот спектакль, он ведь давно уже идет на сцене? Он у нас идет 7,5 лет.
Вот за счет чего любовь зрителей завоевала этот спектакль? Я могу Не сказать, просто что же юмор. за счет талантливой игры наших артистов, это за счет игры Суслана Бибилова и Дмитрия Поростаева. Потому что зритель идет только вот на них. Потому что этот спектакль, когда мы показываем даже у себя, то у нас аншлаг. А здесь, как принял его северостинский зритель, мы были даже в восторге от того, как был найден контакт между залом и сценой. Ну, зал держался с первой секунды и до последней секунды. Я была свидетелем этого. А в чем еще успех этого спектакля, помимо потрясающей игры актеров? Тема. Так как Ну, вы легкая, сами же тоже определили об этом, что сегодня у нас практически тема депутатства и тема вообще выбора в любой орган власти, это находит отражение во всех соцсетях, тем более, что и в пьесах это отражается уже практически в каждом, я не знаю, в каждом государстве. Ну, как Суслан сказал, там по-английски, в России по-российски, а в Осетии по-осетински. И они это все объединили. А вообще сегодня зрителю нашему чего не хватает? Позитив. Позитива. Позитива? Однозначно. Однозначно, и в этом, наверное, тоже успех вот комедии «Он, она, окно, покойник», потому что это легкая, расслабляющая комедия, это то, чего правда не хватает нашим людям, нашему обществу, которые устают порой от каждодневных вот этих Забот. да, Но- и хочет отдохнуть в театре, и он это получает. Тогда режиссера спрошу, а вот сегодня, как вы считаете, нужно идти на поводу у Ни зрителя? в коем случае. Ни Как в коем тогда? случае. Это уже получается народный театр. Это не профессиональный театр. Потому что профессиональный театр забирает зрителя к себе. А если уже театр пошел на поводу у зрителя, это мертвый театр. Сегодня есть современный театр, современные постановки. Ваш взгляд на это, в этом Они направлении? нужны, это необходимо. Но вот сторонники говорят, что да, это нужно, противники, что такая трактовка классики приводит к утрате ее, такого исторического своеобразия. Как найти ту золотую серединку? И в вашем театре есть ли какие-то постановки современные? Да, конечно, у нас есть современные постановки, потому что вот спектакль «Антигона», который мы везем на все фестивали, мы его сейчас не привезли, мы для него сделаем отдельный такой примерный показ во Владикавказе, потому что это на самом деле вызвало и между критиками споры в отношении того, как это и что это, и в то же А в время... чем спор? Спор, насколько мы отошли от всех других трактовок и сделали свою трактовку. И вот в этом интерес всего спектакля. И там тоже я могу подчеркнуть, что гениальная игра артистов, она просто убила критиков. Убила почему? Потому что на последнем фестивале в Адыгее, где мы были, «Южная сцена», когда тебе критик признается прямо в глаза, что он плакал на этом спектакле, то дальше говорить уже нечего. Но тогда вы говорили, что и детские спектакли будут, да, Да, представлены. конечно. Что это за спектакли? И вообще детей, конечно, трудно удержать внимание детей. Здесь нужна, наверное, особая какая-то игра. Она есть. Приходите, приводите детей, пожалуйста, посмотрим. Я бы хотела вспомнить вот наш приезд в тот раз, когда мы показывали сказку. Это был полный интерактив, потому что вот наши артисты нашли общий язык с детьми и буквально вместе делали эту сказку. Я думаю, что все, кто тогда побывал, я думаю, что они с удовольствием еще раз придут, тем более, что мы привезли не одну сказку. А что за сказки? Вот поподробнее сказки. расскажите. Подробнее сказки Да, я могу рассказать, что это расскажу. сказка Василия Техова «Заячье счастье». Это сказка Сармата Кутаева «Заяц», то есть «Волк и зайцы». У нас все-таки все приходит «Волк и зайцы». И «Красная шапочка». Да. Потому что это вот, но это все сделано по-своему. Потому что это никакого, опять вы не увидите там такого, что да, это шаблонно, это мы знаем, это уже показывали, это нет. У нас все по-особому. Можно я Да, дополню? пожалуйста. Вот я хочу чуть-чуть вернуться. Вот вы спросили, в чем, как вы можете совмещать все стили, жанры. Возможно, в этом уникальность нашего театра и заключается в том, что мы единственный профессиональный театр в Южной Осетии. Нам приходится это делать. Совмещать и классические постановки, классические, осетинские. Зритель их увидит, и авангардные, и сказки, музыкальные, все-все-все.
С драматургией как сегодня в Южной Осетии? Ну, с драматургией у нас, скажу, что... Как везде в Осетии. Как везде в Осетии. Как везде в России? И не так, Нет, кстати, в России есть драматургия, есть современная драматургия, я здесь готов поспорить, но в Осетии драматургии современной нету. Очень сложно, на самом деле очень Что сложно. делать? Какой выход из ситуации? Ну, сегодня зрителям не надо хватает готовить этого. драматургов, надо, чтобы они появлялись, современные драматурги, серьезные современные драматурги. Их нету, на самом деле их нету. Но знаете, я вот помню, с кем-то из Остинского театра говорила, что вроде бы драматурги-то есть, но почему-то их произведения не берут театры. Принесите их нам. Мы готовы их принять. Принесите. Любое произведение. Любое современное произведение мы готовы. На самом деле мы как раз, вот, пытаясь решить эту проблему, мы хотим выйти с инициативой и провести конкурс на следующий год, объявить конкурс молодых драматургов. Отличная идея. Я думаю, что это будет каким-то определенным стимулом и мотивацией для того, чтобы, если они есть, чтобы они написали что-то новое, предложили нам, если их нет, чтобы они родились. Так, а вот есть уже жанре какой-то план, драматургии. есть какая-то заявка, куда можно подавать? Мы готовим заявку, я думаю, что она будет одобрена правительством, и все-таки нам помогут, и мы эти таланты найдем. Спасибо большое. Давайте еще коротко. Мне хочется, чтобы вы пригласили нашего зрителя провести культурные вечера. А это будет каждый день, в течение недели. Во сколько? Мы приглашаем нашего дорогого зрителя в Осетинский театр, где мы будем проводить свои гастроли. Потому что мы покажем, помимо тех трагедий, которые мы уже обозначили, «Фатима» и «Фхарта Хасан», они классические произведения осетинской драматургии. И помимо них мы покажем искрометные комедии, которые вы увидите, музыкальные комедии, так же, как осетинских авторов, также и зарубежных авторов. Вы уже сказали «Он, окно, покойник». Я могу вам сказать, что есть у нас там комедия «От четверга до четверга», итальянская комедия. Есть у нас осетинская комедия Михаила Гучмазова «Волки». Есть у нас еще осетинская комедия «Хубежевый рай», которая песня Софии, но она в современной интерпретации. Так что я думаю, что зритель найдет свою отдушину на этих гастролях. Мы Еще хочу добавить, что у нас не только во Владикавказе будут спектакли, но и в районах, в Ордоне, в Ильхотово, в Октябрьском. Да. Тоже будут представлены? Обязательно, Да. Обязательно. Поэтому всех приглашаем всех. Спасибо вам большое. Вы знаете, моя вообще вот такая мечта, я очень люблю и хотела бы видеть спектакли музыкальные, если у вас в плане. Есть Да, такое, надо песня сходить Софии. «Демакорзой», у нас называется. Это вот сейчас в этот приезд да, будет? мы привезли. Ага, Демакуаржай. Да. Да, а Демакорза. это просто, чтобы зритель Что за понимал, музыка? что за песня. Это песня Софии «Рай Хубежевой». Мы ее переделали на современный лад, и новое название у него «Демакваржай». И музыкальное оформление тоже современные песни из осетинской эстрады Тимура Харибова. Какая прелесть. А поют актеры Да, вашего да, театра? да. Все талантливые поющие? Ну, те, Да, кто не поют у нас, талантливых, не талантливых не те, кто держим. заняты. Ну, вообще в Южной Осетии, мне кажется, голосистых людей очень много. И следующий гость как доказательство этому. Спасибо вам большое, что сегодня Тоже из пришли к Южной нам. в Осетии, студию. как я понял. Да, тоже из Южной Осетии. Спасибо, что пришли Спасибо к нам. вам. Благодарим вас за вашу работу, за то, что дарите нам прекрасное. Спасибо. Но у нас Спасибо реклама. Встретимся после рекламы. Ну что ж, мы продолжаем нашу вечернюю смену. Аналог музыкального российского телевизионного конкурса «Голос» проходит в Грозном. Называется проект «Суперзвезда». Певец из Южной Осетии Игорь Гаглоев принял участие в этом телепроекте. Но в феврале этого года он также принимал участие и в нашем проекте «Ажарма». Дойти до финала ему не удалось. Тем не менее, молодой исполнитель заполнился своим красивым тембром голоса и обаянием. Для чего нужны конкурсные проекты, насколько они полезны и что после участия в них ждет исполнителей. Мы поговорим с нашим гостем в студии Игорем Гаглоевым. Добрый вечер, Игорь. Спасибо, что сегодня к нам пришли в студию. Но я так поняла, вы любите принимать участие в подобных проектах, конкурсах. Что они вам дают, зачем, для чего они вам нужны? Ну, в первую очередь, конечно, это огромный опыт. Это что-то новое, интересное. Каждый раз, видя других участников, даже от них можно вот переименовать что-то вот положительное,
Поэтому это мотивирует. Ну, для нас, зрителей, эти конкурсы интересны, потому что мы узнаем новые лица, новые голоса. А вам же тоже можно заявить о себе на этом конкурсе, проявить себя как-то. Вот если сравнивать два конкурса, да, там тоже телевизионный проект, вы участвовали в Ажарма, есть какая-то разница между ними? Чем похожи или какие-то плюсы у проектов и минусы? Если честно, минусы прям... Нет, никаких минусов не вижу. Это все положительное, все в плюс уходит. Единственное, этот конкурс в Грозном более масштабный. А в чем масштабность? Масштабность этого конкурса заключается в том, что конкурс проходит по всему Северокавказскому федеральному округу. То есть участники могут приехать из любого, да, Да, региона? все верно. Как рассказывала изначально начальница департамента культуры, мэр города Грозного хотел сделать проект внутри Чечни, а потом он решил более масштабно сделать, и оттуда они уже приглашали участников и из Дагестана, Северной, Южной Осетии, с Кабардино-Балкарии и так далее. Это очень прекрасно, потому что это очень сильно сплочает людей, разные нации, разные культуры, потому что, находясь на проекте, мы делимся и опытом, и своими традициями, и показываем друг другу свою культуру. А что, какой приз, за какой приз вы боретесь? Приз 1 миллион рублей. Хороший, неплохо. Но вот можно сказать, что участие в конкурсе, ну, это, по сути, тоже проверка самого себя на прочность, потому что, ну, не все выигрывают. Одержать победу — это одно, а проигрыш тоже надо уметь выдержать. Конечно, это... Принять. Да, это огромная проверка. В данном конкурсе какая идет проверка? С каждым этапом мы встречаемся с чем-то новым. То есть Задание. Да, задание, да. Вот изначально набрали по 10 человек, каждый наставник в свою команду. Ну, вы знаете, что я в команде Народного артиста Российской Федерации. У него очень много заслуженных, конечно, и Осетии. Наш любимый Царикати Феликс Викторович. Вот. И с каждым этапом это вначале были трио, квартеты, дуэты, и каждый раз новое задание. В квартете петь это совсем по-другому, в трио тоже дуэты, то есть это гармоничное звучание всегда, надо слушать друг друга. Новые композиции, и они отличаются своим жанром, главное. И я, например, пою вот в таком-то определенном жанре, у меня вот такой стиль исполнения. А тут тебе дают уже другую задачу. Надо что-то академическое показать, что-то вот эстрадное. И нервничает человек, старается, это вот ломает себя. Преподаватели тоже помогают. Это интересно. И вот такая вот проверка на прочность. Но у вас есть образование специальное, профессиональное? Если честно, у меня нет музыкального Может быть, образования. вы самоучка? Самоучкой я тоже не люблю себя называть, Так. потому что я не занимался музыкой. Я вот буквально год назад просто запел. Ну, раньше я тоже пел, потом перестал уже. И тут раз просто сам по себе. Но вы сейчас сказали, что вы в команде Феликса Царикати. Вы изначально ориентировались на него? Ну, бывает так, ну, земляк, я думаю, что он ко мне должен повернуться. Или нажать на кнопку. Они вас видят? Да. Они вас видят? Это огромный плюс, то, что они нас видят, потому что артисты на сцене оценивают не только в артисте, не только музыку, голос, но и артистичность. Вот. Вы брали Мастерство артистичность? на сцене, да. Если я где-то понимал, что нервничаю, где-то какие-то ноты не попадаю, и все равно остается вот человек, видно лицо, что, как он это показывает, переживает свою песню. Поэтому этим было хорошо, А конечно. что пели? Я вам сегодня покажу эту композицию. Ага. Хорошо, которой- тогда давайте послушаем, что говорит Феликс Царикати, почему он решил нажать на кнопочку. Внимание. Почему я нажал кнопку на отборочном этапе? Игорь Гаглоев. Во-первых, конечно, осетин с потрясающим тембром голоса. Голос и сочетание и классики, и эстрады, и осетинские ноты в голосе, и этномузыка.
Вот. Меня поразил вообще диапазон 4 октавы практически. Он и бас-баритон, он и тенор, он и миксом поет, фальцетом поет. Ну, уникальные возможности голоса. Вот. Потом уже в процессе того, как мы с ним стали заниматься, когда я ему давал уже репертуар, я понял, что он безумно трудоспособен. Он очень ответственный человек. Вообще, как человек, он потрясающий. Квайсинский парень не пьет, не курит, даже очень интересно, как это квайсинский парень не пьет. И мне с ним было очень, не было, а и есть. Мне с ним очень интересно работать. Я ему желаю прежде всего выйти уже в финал окончательно. Я думаю, это так и будет. Вот. И, конечно же, желаю ему в первую очередь сейчас победы на этом замечательном конкурсе «Суперзвезда». Ну и в дальнейшем творческих успехов. Я думаю, Идар завоюет огромное количество зрителей. У него будет очень много поклонников. И он будет, как певец, очень востребован. Потому что он очень талантливый человек. Идар, дашарам бун бирават, бирасте форзай фашар. Махаждарише дария дунейлумай амунткуну. Творческих тебе успехов, Идар. Какой такой вот главный совет или главный урок вы для себя взяли, уяснили? Самое главное. Не знаю, их очень много, но главный урок это всегда для меня петь от души. Я лучше упущу какие-то технические ошибки, будут они... Да, допущу, правильно. Но буду петь все равно от души. Для меня это очень важно. Но вы настраиваетесь только на победу? О победе я не думал. В плане вот получить именно приз. Я думал всегда о победе над своими эмоциями, ошибками, вот, страхом в некотором вот случае. Вот. Поклонники уже появились после проекта, ну, наверное, Ажарма, или сейчас начинают появляться? После Ажарма был еще проект. Так. Сейчас вот уже закончился проект. Это «Голос Осетии». Что там было? Где я принимал участие. Я как раз приехал с Чечни сразу на кастинг туда и прошел в финал. Вот, и стал призером этого конкурса. Вот так вот. Ну так и есть у нас фан-клуб. Не знаю, может и есть. Я как-то скромно. Сегодня какой этап в Грозном вот в этом проекте вы прошли? Вообще, какой сейчас идет этап? На данном этапе, значит, вчера уже вышел в эфир третий отчетный концерт. Это, да, третий отчетный концерт. Следующий этап это будет 1/4 часть, где будут бороться за выход в полуфинал. Остались 4 участника у каждого наставника, и выйдут только 2 в полуфинал. Полуфинал уже в телевизоре, значит, выйдет экран где-то 1 декабря. Но сейчас самое интересное то, что если до этого отчетного концерта наставники сами выбирали участников, кто пройдет дальше, то уже в следующем туре это будут выбирать зрители путем СМС-голосования. Ну, вам как самому кажется, вот есть ли такие сильные соперники вот для вас? Вы же наверняка уже всех слышали и кого-то опасаетесь. В душе всегда есть, но я их не называю соперниками, потому что, как ни странно, у каждого человека своя манера исполнения, свой голос, тембр именно голоса, отличающийся от других голосов. Поэтому каждый по-своему хорош. Опасаться я никого не опасаюсь. Вообще какая планка, к чему стремитесь в итоге? В этом направлении идти дальше, в музыкальном? Или у вас есть еще какая-то дополнительная профессия? Вы чем занимаетесь? Ну, я уже много лет работаю в ресторанной сфере. Ну, совмещаю. Чуть-чуть трудно, но приходится. На работе тоже с пониманием относятся. Но, конечно, я музыку не хочу больше бросать, потому что я так много лет не был в музыке, я очень сожалею, конечно. Но
как говорят, всему свое время. Вы так сказали, очень сожалею. А что для вас музыка? Что она для вас что-то, возможно, открыла новое? Конечно. Во-первых, музыка пробуждает лучшие эмоции. Самые лучшие, которые есть. Эмоции же можно передать в музыке, голосом, взглядом, всем. Поэтому это приносит огромный баланс и душевное спокойствие. На языке музыки можно разговаривать с людьми. Почему я сказал эту фразу? Я когда пришел первый раз на предкастинг, приехал в Чечню, я пел свою авторскую песню, свою кавер-версию на эстонском. А что за песня? Чуть позже услышим эту Хорошо. песню. А, так это она и есть. Да, Ага. песня называется «Стах Шергесом», «Шергесау». Это песня человеческой души, чтобы не падать духом. Так я к чему говорил, они послушали, и песня им очень понравилась. Не просто исполнение, хотя они не понимают языка, о чем я пел, но все равно. Поэтому я и сказал, что на языке музыки можно разговаривать. Да, ну и в соцсетях, мне кажется, вот эта песня, она прям набирает популярность, да? Там очень много просмотров. Сколько, Да. какое количество? Ну, на данное время я бы не сказал, что очень много. На моей личной странице в Инстаграм около, ближе уже, наверное, к 40 тысяч просмотров. Вот. Неожиданно, но приятно очень. Приятно. Ну, тогда я предлагаю, если можно, услышать, хочется услышать эту песню вашу, авторскую. Кстати, как она родилась? Полностью авторская не могу назвать, потому что это кавер-версия, скажем так. Я просто обработал по-своему, написал свой текст обязательно, свою жизненную историю, вложил в эту песню, и таким образом я обращаюсь к остальным тоже людям, чтобы они смотрели всегда с прекрасным взглядом на этот мир. У всех бывают сложности, но надо преодолевать это все, вставать на ноги и всегда идти вперед к своей цели. Спасибо. Тогда вас прошу на сцену, а нашим зрителям я говорю до новой встречи в эфире. Наша смена завершилась. Желаем вам продолжения доброго вечера. И завтра вновь ждем в эфире в это же время. А для вас поет Игорь Коглоев. يونكود مبسط وقت ترخص الشم زرد بالقار يخي وما تخي خشم قسمت يا ناظر لون يما عشا والخندق مروش ردر يا شرط زين كمان لون شرقسو أما عيتن كان دخيل نبدأ وأسطور ترمندقي استخ شرقسو سخنا يكرون ممري كنا وشاتندون زاد يراد بخزر بالدواد وتشسر ما كسمر السفتر ودانينا وش بازر درطان باخد بيبط الفهمان نخاش ما زختار ودنجاي بدمنان استخ شرقسان دقيق النهدى وارسوار درمانقين استخشر قصام سخنا يكرون مهبريك لو شار صندوق
rasta Yemen kart De morsteris Kuduk sebe savdavet Razendis Dagagan veil medagart Stak şergah sav Ame aytı kendeki Nehde varste vardırmınegi Stak şergah sav Sakın eykelo Mahmaray Kena ushar zandon Şergah